Всем привет! Мы снова в пути. Сегодня мы находимся на северо-западе республики, в Краснокамском районе. Нас уже встречает большая дружная семья Раисы и Рустема Казырбаевых. Прикольно. Значит, в кадре будет 3 Рустема. Режиссеру будет нелегко. Ну, что ж поделать, Рустемов много не бывает. Так же, как и детей, много не бывает. Я всегда мечтал жить в большой семье, даже завидовал одноклассникам, у которых несколько братьев или сестер. По-моему, много детей – это круто. Я, конечно, точно не знаю, зато уверен, что детей много не бывает. В этой передаче мы лично познакомимся с ребятами, чьи семьи считаются многодетными. Проведем с ними целый день. Зато какой! У нас по плану разговоры по душам, работа по дому, семейный ужин. Наш проект реально покажет, как живется моим сверстникам в многодетной семье. А за то, что наши герои пустили съемочную группу своей семьи, мы подарим каждому участнику фотоальбом. Они нам эмоции, а мы вам воспоминания. Мы с Рустамом познакомились в 2006 году, в октябре месяце. Нас познакомила наша работа. Мы работаем в нефтяной компании «Башнефть». Тогда, в то время, нас отправили на инвентаризацию материалов. Меня направили как бухгалтером проверять эти материалы, а его поставили председателем комиссии инвентаризации. Комиссия начала работать, уже отработала 2 или 3 дня. В силу занятости по работе я сразу с первого дня не смог приступить к работе в этой комиссии. И в один день позвонил телефон у меня рабочий, и там девушка так спрашивает: Рустем Фуатовича хотела бы услышать. Я говорю: да, слушаю. Она говорит: вот, вы председатель нашей комиссии, до сих пор не появились. Что это за такой председатель? Почему комиссия работает без вас? Чуть ли не там полчаса у вас есть, чтобы приехать и приступить к работе. Вот я приехал, зашел в кабинет, увидел Раису. Ну и с первого взгляда она мне сразу понравилась. Как говорит, что он влюбился с первого взгляда. Потом, конечно, говорит, что твои глаза меня влюбили. Полюбил твои большие глаза. Ну, не знаю, если бы не эта инвентаризация, может быть, мы и не встретились бы. Потому что она работала в Хазино, я работал в Орлане. Вот так произошло знакомство. Нас познакомила наша работа. В декабре серьезно начали встречаться. Потом уже в феврале, 10 февраля уже никах прочитали. Очень быстро это все произошло. В апреле мы узнали, что уже ждем лялечку. В июне свадьба. И в декабре родилась дочка наша первая, долгожданная. Вначале мы жили у родителей. Потом мы после рождения лялечки, нашей первой доченьки Азалии, переехали в дом свой. Дом, мы его сами не построили, мы купили здание, помещение, и уже его потом внутри переделали. Я, конечно, не думал, что у нас будет столько детей на тот момент, когда мы заселились в свой дом. Поэтому у меня тут был запланирован как свой рабочий кабинет, там комната, где сейчас детские игрушки, камин сделан. Я думал, там будет бильярдная. Такие были планы. Потом пошли ребятишки, и пока все под них теперь. Я изначально знала, хотела, что у меня будет много детей. Я сама, потому что из многодетной семьи, 3-я дочка. Но на свадьбе нам подарили картину. Тогда нарисовано было 2 лебедя и 4 лебедят. Тогда нам сказали семейные друзья, что это вы с Рустамом лебеди, а это ваши детки, 4. Но я желаю вам, чтобы не 4 было, а чуточку больше, сказали нам. Так и получилось, судьба, видимо. Ну-ка, что тут не хватает у нас, Снеговик? Морковки? А где морковка у нас? Вот. А еще? Еще чего не хватает? Я бы еще что-нибудь добавил. Пуговицу. Угу, Ралина тоже угадала, да, Казам? Сказала, пуговицы не хватает. Булки.
Не получается у меня уделять много, к сожалению, времени детям, потому что с понедельника по пятницу я на работе. Такая работа, что подъем у меня в 6:15, 7:30 я уже на работе, примерно так. Вот, и с работы возвращаюсь тоже где-то в районе 7, 7:30. Ну, обычно как происходит? По приезду домой меня встречают сразу мелкота. Один просится на руки, другие там цепляются за ноги. И все, вот так вот обвешанный ходишь, пытаешься от них отбрыкаться, чтобы пойти хотя бы переодеться. Самый главный вопрос, когда заходишь домой, это что купил? Вот, ждут что-нибудь вкусного или там какую-нибудь игрушку, например. Азалия, во-первых, это долгожданный ребенок. Очень я был рад. Это было чрезмерное счастье. В тот момент было абсолютно мне не важно, дочка или сын. Вот, просто я хотел ребенка, чтобы у меня был свой ребенок от своей любимой женщины. Родители у меня тоже давно они ждали внука или внучку. Азалия — это самая старшая внучка у них. Поэтому Азалька у нас такая для всех самая долгожданная. Математический склад ума у нее, умная, играет в шахматы хорошо, участвовала от города в командных соревнованиях, ездили мы с ней в Уфу в турнире в шахматном. Я сама тоже шахматистка. В прошлом я тоже в соревнованиях участвовала, выигрывала 2-е места. Среди Нефтекамска, среди учебных заведений, вот так. И вот, может, это как бы передалось ей тоже. Я хотел, чтобы она занималась музыкой. Купил инструмент, но что-то у нас с ней не пошло. Больше в ней там такое пацанское начало есть. Сколько она ходила на музыку, не помню. Непродолжительно. Все у нее больше в голове, где у нас в городе футбол, где у нас там секция бокса, секция карате. Что любишь рисовать вообще? Нет определенного. Я просто рисую, что приходит в голову. А в руках у тебя папка, там тоже рисунки, да? Да. Вот, давай посмотрим. Да. Давай я тогда попробую угадать, кто это. Ну, вот это я уже вижу, это Билли Айлиш, да? Да. Угу. Давай дальше. Так, с корейской культурой я, конечно, не так хорошо знаком, но это, наверное, из BTS. Да. Чонгук? Нет. Нет? Ну ладно, здесь я пытаться не буду. Это Харли Квинн. Да. Угу. Так, Дрейк, Да. Ариана Гранде. Это Но- я фиксиков Ого. нарисовала. У меня просто настроение было плохое. А со скольки лет рисуешь вообще? Наверное, с 1 класса. А вот больше в каком жанре любишь рисовать? Ну вот здесь у тебя портрет, да? Это, наверное, пейзаж, да? Наверное, да. А я тут вижу портрет. Это он незаконченный. Я начала только его рисовать. Ничего себе, это твои родители, да? Да. Я с твоими родителями знаком один день, я их уже узнаю вполне. Мне кажется, она больше похожа на мою бабушку по маминой линии, на мамину маму. Она упертая, скажем так. Если ей что-то надо, она добивается. В этом плане она молодец, хорошо учится. Школу закончила отличницей, все были 5 у нее. У Азали сейчас, да, подростковый возраст идет. Она другая была, веселая. Сейчас она слишком серьезная, скромненькая, немногословной стала. Вот. Второй ребенок у нас Зарина.
Зарина у нас родилась 1 апреля. Я решила подшутить над своими родственниками. День смеха. Позвонила, сказала с утречка, что я родила. Все меня поздравлять начали, а потом я говорю, да ладно, день смеха, я решила пошутить. А потом вечером в действительности родила, они мне уже не верят. До 3 лет очень была капризной, плаксой, тяжелым ребенком. Но потом что-то щелкнуло, и все, она поменялась. Она всегда хохотушка, веселушка, всегда такая открытая, общительная. Она у нас более такая творческая, ее тянет танцевать, она у нас подвижная, очень пластичная и гибкая. Слышите звуки? Здесь занимается Зарина. Пойдемте посмотрим. Зарина в семье Казырбаевых, второй ребенок. Зарина, вот я немного с вами уже позанимался, и мне так понравилось. А ты со скольки лет танцами занимаешься? Полгода. А до этого чем-нибудь занималась? Художественной гимнастикой 3 года занималась я. Угу. А сколько раз сюда приезжаешь? 4 раза в неделю. Ничего себе, получается, 4 раза в неделю мама тебя сюда привозит. Ну да. А у вас же еще дома маленький братишка есть. Да, мы с маме помогаем с старшей сестрой. Одна может помыть посуду, а другая посмотреть за ребенком, пока мама занимается своими делами. А какая по характеру ваша мама? Наша мама самая крутая, она заботливая и добрая. Когда надо, она может в любой момент взять и привезти, куда нам надо, или приехать помочь. Раз мама у вас такая крутая, добрая, значит, папа у вас строгий? Папа у нас умный, и когда надо, он поможет нам с уроками. Иногда бывает строгий, если мы не слушаемся. А так он хороший и добрый. Детей ругаю, ну, приходится. Надо же все равно как-то их там маленько держать в рамках. Нельзя, чтобы у них была там вседозволенность. Папа такой близнец, всесторонний. И балует, и ругает. А расскажи про свою старшую сестру Азалию. Азалия занимается художественным рисованием. Бывает, мы иногда ссоримся, но мы потом сразу миримся. Мы помогаем друг другу, если что-то у нас не получается. Например, если папа не может с мамой нам помочь по урокам, я могу позвать свою сестру, и она сразу мне поможет с уроками. По-разному бывает все равно, как все дети. То поссорятся, то помирятся. Говорят, все там, не хочу, не буду. Разъединяешь, появляется из-за угла, говорит, а где Зарина, а где Азалия? Все равно не могут друг без друга. Родные есть родные, поэтому вдвоем им весело. А у вас есть какие-нибудь обязанности по дому? Азалия может пропылесосить, а я могу помыть посуду. Или мы вместе любим готовить блины или шарлотку. А давайте сегодня вечером вместе приготовим блины. Да без проблем. В этом плане, да, она такая творческая личность, может закрыться там в комнате, сидеть, тихонечко там чем-то заниматься, подходишь, смотришь, она там, оказывается, сидит, делает или оригами, или что-то из цветной бумаги клеит, или из ткани там что-то делает. В общем, ну, вот так у нее фантазия хорошо работает. В интернете изучит, посмотрит и начинает сама что-то делать, рукодельничать. Всякие оригами делает, поделки делает. На Новый год она делает всем своим родственникам, 27 человек, всем делает подарки. Зарин, а кто тебя научил делать оригами? У меня есть такая история, как я захотела и научилась делать оригами. Мы когда были в Грузии,
мы там болтали, и к нам зашла какая-то тетенька, и она была с листом бумаги. И она мне сделала журавлика, и я подумала, почему бы и мне не попробовать. И она мне дала листочек, и я за ней повторяла, и так я научилась делать. И мне понравилось, и я начала дома делать. А это со скольки лет ты этим занимаешься? Наверное, лет с 8. Значит, уже 2 года, да? Да. Добрая Зарина, любит смеяться. Сейчас занимается, вот там снимает сюжеты. В интернете новое направление, там ТикТок называется. Вот в этот ТикТок там они с подружкой снимают, выкладывают ролики. Зарина, а ты со скольки лет учишься готовить? Блинами мама меня в 9 лет научила. А что помимо блинов умеешь печь? Шарлотку. А этому рецепту кто тебя научил? Мама? Именно вот этот рецепт, это мамин. У меня есть свой, но я сегодня решил маме приготовить. Ну и она с удовольствием занимается со своими мелкими братишками, сестренками. Вот ее, если попросишь посмотреть, она хмурится, но сидит и смотрит, занимается ими. Ой, я уже все забыла, как играется. Ну, Зарина у нас капризна была, я поэтому вышла на работу, скорее хотелось выйти, устала, видимо, поэтому между вторым и третьим ребенком у меня 6 лет разница, и муж говорит, пора за третьим за сыном пойти. И он запланировал, посчитал, говорит, все, у нас будет сын. Все равно я мальчика хотел, поэтому как бы планировали, я помню, даже в тот момент я по японскому там какому-то календарю в интернете, я там много информации смотрел, честно скажу, сидел, считал, чтобы, ну, хотел мальчика. Вот не знаю, в силу того, что там действительно этот японский календарь помог или еще что-то там, вот, ну, родился у нас Арслан. Долгожданный сын. Планировали, думал я, что будет девочка и мальчик у нас. Не знаю, если бы так девочка-мальчик родились, была бы у нас такая большая семья или нет, может быть, мы бы и на 2 детишках и остановились. А так, то, что он был третьим, очень интересный, живой, подвижный он у нас. В Уфе все дети родились. Ну, потом домой мы переехали, как бы выписались. Но через неделю у нас проблемы были. Меня обратно положили в больницу, а с ребенком, с Арсланом, возился папа. Папа кормил, папа ухаживал, выходные взял. Вот это все время он в Уфе смотрел сам за ребенком. Может, вот это еще его как бы скрепило отношения их. Мой самый любимчик, говорит он. Хотя он всех любит детей. Мне было интересно, будет он заниматься лего или нет. Первую машинку мы с ним собирали совместно, вторую уже я старался не вмешиваться, третий конструктор он уже полностью собрал сам. Сейчас вот он, если я ему покупаю лего, он сидит, собирает, периодически, конечно, приходит. Если где-то ему там сложная, непонятная сборка, он соберет, приходит, спрашивает, консультируется, говорит, это так или не так. Арслан у нас тоже любитель играть в шахматы. Дедушка научил. У нас с 2 сторон дедушки играют в шахматы. Вот. И мой папа, и Рустама папа. Куда бы ни поехал, везде играют. Раньше, если поддавались сестры, чтобы он не обижался, то сейчас не поддается. И он даже не обижается, если даже проиграет. Говорит, это пока только. Я проиграл. Скоро я, говорит, начну выигрывать, не переживайте. Детки достали свой пазл для себя. Ладно, я не тебя снимаю. Новый
3D-формат, пазл. Новинка такая, усложненный вариант, переливающийся вот так. Смотрите, такая мерцает. Вот для этого, поэтому тяжело собирается. Все кажутся одинаковые. Не получается, что ли, Ралина? Тяжело, да, тяжелый пазл. У Арслана только он с Азали получается. Арслану все равно, даже в общении с сестренками, когда он общается, ну, говоришь ему, что так делать, например, нельзя, мальчики так не поступают. Вот. Где-то говоришь, что она девочка, надо ей уступить. Он, конечно, в силу своих лет там бывает частенько расстраивается, обижается, там слезы у него появляются. Такое тоже бывает. Ну, успокаиваешь, объясняешь, смотрит, ну, мне кажется, понимает. Вот, а иногда приходится там, наоборот, девчат тормозить, чтобы они ему уступали. Говорит, что он младше, хоть и малайка, а все равно давайте сделаем так, чтобы он не горевал. И еще раз, раз, два, три. А теперь все обняли папу. Все. Другой рукой, Ранюха, вот этой. Вот эту руку давай, вот сюда. Да. Да, еще. Вот так вот. Эй. Еще. Раисе я как-то сказал, что вот смотри, Азалия с Заринкой вместе играют, двум девчонкам там вообще весело, две подружки. Вроде как четвертый уже не будет в тягости и не помешает, давай еще мальчика родим. Ну, она согласилась. Опять там что-то мы считали, но, видимо, не досчитали. Вот, родилась Ралина. Ой, Ралинка, она у нас маленькая, 4-летняя принцесса наша, которой все позволено, наверное. Модница такая. Любит наряжаться, краситься, петь любит очень. Сама придумывает стихотворение, сама придумывает песни, ходит, поет. Может, музыкальная тоже пойдет. Ух, чё, Ралинка, вспомнила? Давай-ка. У тетики планик. У тетики планик. Тетикам посадали. Любит танцевать, кривляться, рисует. Изрисовала нам весь дом. Не знаю, у нас Азалия и Зарина, то ли то, что они погодки были заняты друг другом. У нас такого вообще не было, чтобы в доме что-то было испорчено. Но Ралина и Рамзан – это что-то с чем-то. Каждый раз приходишь, смотришь, а они вот так вот где-нибудь стояли, пальчиком ковыряли. Потом там, где они поковыряли, нарисовали что-нибудь фломастером. Потом смотришь, уже куска обоев нет, и дом требует теперь ремонта. Как бы для себя-то я уже, в принципе, решил, что для Арслана все равно братишка будет нужен. И, наверное, мы 5-го ребенка все равно родим. Раиса тоже была не против, потому что где 4, там 5-й уже незаметно, что 5-й. Нашему самому младшенькому, 5-му ребенку, 2 годика, Рамзанчик. Он родился у нас тоже в Уфе. Родился он синюшним, даже не синюшним, а черненьким. Когда он родился, было там двойное обвитие. По-моему, порядка 10 дней он у нас там лежал в кислородной камере, под капельницами. Долго его выхаживали. Вот. Ну, было, да, тревожно. Ну, все обошлось. Врачи молодцы, отработали. Все у нас с Рамзанчиком хорошо. Растет, радует нас. Тоже такой умный, подвижный малайка. Немногословен, почему-то до сих пор мало-мало разговаривает очень, но все понимает, смышленый, все делает. Ну вот пока ждем, когда начнет разговаривать. Ну, пока радует слово уже мама, папа. Барашек как делает? А вот это кто? Как делает?
очень любит ухаживать за моими аквариумами. Прихожу, смотрю, а там рыб не видно. Взял всю банку корма туда, высыпал. Взял в садок, там все это перемешал, как суп. И все нормально. Рыбок покормил. Мы с вашей дочерью Зариной уже приготовили блины, и она нам сказала, что вы готовите очень вкусный плов. Правда ли это? Ну, если детям нравится, наверное, да, вкусный. Обычно я готовлю без всяких рецептов, а так открываю холодильник, вижу продукты и начинаю что-нибудь готовить. А часто готовите? Готовлю часто и в основном готовлю всегда под музыку, вот, потому что, ну, как бы задает настроение хорошее, а вкусные блюда всегда получаются, когда настроение хорошее. Папа Рустам и наш гость Рустам приготовили вкусный плов. Сейчас будем все Надеемся. Кто накладывает? Знала, что у меня большая семья будет. Я знала, что в своем доме буду жить, что я буду за рулем ездить. Это у меня изначально запланировано, вот это все было. Многие удивляются, как мы в такое время решились на такую большую семью. Ну, нам нравится, что у нас большая семья. Всегда радость возвращаться в такой дом, где тебя ждут, любят жена и дети. Дети, ну, для меня это счастье. Вот на такой веселой ноте завершился мой целый день в семье Раисы и Рустема Казарбаевых. Все-таки здорово, что детей много. Ну, а мы с Рустемом прощаемся с вами. Встретимся в следующей телесемье.